Нават калі ваш гадаванец самы паслухмяны ў свеце, для дзяржавы ён суб'ект права. Экс-паляўнічы Віктор Ахотнікаў аб гэтым ведае добра. Сваю сяброўку 6гадовую лайку Весту зарэгістраваў на першы дзень яе нараджэння. Краіне гэта гарантуе уплату падаткаў, а суседзям спакой. У меня собака зарегистрирована, потому что она должна быть на виду. И соседи знают, что у меня собака привита. Вот, и от бешенства, и от чумки. Ну и мы даем, конечно, от клещей. Вот, специальные таблетки. Вот, ну и занимаемся ей. Потому что без нагляда, так сказать, собаку оставлять нельзя. Это животное. Рэгістрацыя хатніх жывёл – гэта не толькі пра падаткі. Пасля працэдуры ўладальнік атрымлівае пасведчанне і жэтон для ашыйніка. Калі чатырохногі сябар згубіцца, гэты нумар стане яго білетам дадому. Сама паслуга бясплатная і займае не больш за адзін дзень. Хамельчанам для афармлення трэба звярнуцца ў службу «Адно акно» сваёй раённай адміністрацыі, а жыхарам іншых населеных пунктаў у мясцовыя выканкамы. В Гомельской области зарегистрировано более 17 тысяч животных, 77% из которых это собаки, остальные кошки. 30% из общего количества зарегистрировано в городе Гомеле. Камунальнікі канстатуюць, гамельчане сталі больш адказнымі. Толькі з пачатку года ў рэгіёне зарэгістравана больш за 9 тысяч гадаванцаў. Але ці ўсе ўладальнікі спяшаюцца аформіць свайго сябра па законе? Мы спыталі пра гэта прахожых на вуліцах города. Спойлер, меркаванні разделились. Расскажите о своем питомце, как его зовут и соблюдаете ли требования регистрации? Нашего питомца зовут Люси. Это хорошая, добрая собачка. Она у нас живет с нами уже очень долго, ей 8 лет. Конечно, она зарегистрирована. Мы за ней ухаживаем, делаем прививки. Ну, собака как член семьи все-таки считается у нас. Я думаю, что правильно регистрировать собак, потому что в случае каких-то обстоятельств вдруг собака убежала или потерялась, мы всегда имеем возможность ее найти, чтобы, ну, не дай бог, собака не попала в отлов. Купили собаку 3 месяца назад, зарегистрировали уже, съездили, зарегистрировали собаку, но непонятно для чего это. Конечно, платить налог. Ладно, там про больших собак я еще понимаю. А когда маленьких... У меня лично 2 собаки, но мы на даче. Поэтому там овчарка шикарная и маленькая Джессика. И они у нас даже, будучи на даче, зарегистрированы. Поэтому я считаю, что регистрация собак обязательно. Во-первых, это какой-то налог, это вот какая-то уборка территории. У меня собачка Шарпей, ей 12 лет. Зовут Джесси, девочка. На учет мы ее не ставили. Мы считаем, что это неправильно ставить собак на учет. Платить за нее это как бы лишние расходы. Ну хорошо, ты понимаешь, чья собака, ну по сути, что меньше бездомных, я надеюсь, будет. Потому что эту я нашла в лесу. То есть кто-то выкинул, а в итоге кто-то другой подбирает. А с другой стороны, допустим, те люди, которые помогают животным, там те же волонтеры, у них там не одна собака, например, а много собак. И для них регистрация каждой собаки – это не маленькая копеечка. Закон ёсць закон, і за яго парушэнне прыйдзецца адказваць. Сёлета ў Гомельскай вобласці за невыкананне правілаў утрымання жывёл пакаралі каля 40 чалавек. Прычым у 9 выпадках бестурботнасць гаспадароў прывяла да траўмаў людзей ці шкоды маёмасці. Яшчэ амаль 270 уладальнікаў атрымалі афіцыйныя папярэджанні. В настоящее время Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение правил содержания домашних животных предусмотрена административная ответственность. Статья 16.30. Первая часть – это нарушение правил содержания домашних животных влечет наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. По второй части те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью людей или имуществу, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или общественной работы, или административный арест. Кроме этого, кодексом предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными или избавление от него. Рэгістрацыя гадаванца абавязковая для ўсіх, нават у прыватным доме. Такі крок у будучыні дапаможа кантраляваць колькасць бадзяжных жывёл на вуліцах. Аднак, на думку валанцёраў, адных жэтонаў недастаткова. Гэтыя меры павінны працаваць у звязцы з абавязковым чипированием и стерилизацией. Это все-таки частные сектора, домашнее владение, где не контролируется количество бездомных животных. Они отпускаются на самовыгул, теряются, тем самым начинается у нас приплод, то есть это щенки и так далее. А каждый помет это более 10, 11, 15 щенков и так далее. Это все, конечно, у нас идет вне контроля, к сожалению. Вот. И, конечно же, хотелось обратить внимание это на незаконное разведение породистых собак, животных, котов и так далее. Регистрация не адмяняе ашыйнік і павадок, але з комфортным выгулам звязана напрамую. Лікавыя дадзеныя дапамагаюць уладам зразумець, колькі плясовак для сабак трэба,
трэба і дзе іх размясціць. Напрыклад, адна з наступных з'явіцца ў савецкім раёне Гомеля па вуліцы Паўлава. Алеся Федарцова, Валерий Хапанько, Василий Сепцов, Сергей Калацей, тэлерадыёкампанія «Гомель».